Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов посетил с рабочим визитом Усть-Майский УЗ, где ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ на территории муниципалитета. Напомним, всего в Усть-Майском районе в период весеннего паводка в зоне подтопления оказалось больше 300 жилых домов, пострадали больше 1000 человек. Паводком нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, пострадали опоры, километры линий электропередачи, дороги, дамбы, мосты. Посетили 3 населенных пункта – Кюбцы, Эльдиган и Усть-Маю. 2 первых села наиболее пострадали во время паводка. Паводок, напомню, носит в этом году беспрецедентный характер. Уровни воды превысили исторически зафиксированные максимумы. Большое количество домов пострадало, более 350, более 1000 человек были затронуты стихией. Но сейчас работа построена, ситуация находится под контролем. Составлены списки вплоть до каждого конкретного человека. Та материальная помощь, которая выделяется в связи с нанесенным материальным ущербом, с частичной или полной утратой имущества из республиканского бюджета выплачена в 100% объеме и до каждого гражданина доведена. В тех случаях, когда есть спорные вопросы, касающиеся отсутствия прописки или споров по месту жительства, сейчас в судебном порядке мы доводим ситуацию, юридическая помощь оказана, адвокаты работают с выездом на место. На 18 июля предварительно назначено смотрение судебное. Мы будем просить Верховный суд, чтобы он санкционировал выезд судьи на место, чтобы гражданам не нужно было ехать в центр, и тем самым упростить процедуру. Одновременно мы сейчас работаем в Москве. Айсен Сергеевич Николаев, временно исполняющий обязанности главы, там находится в командировке. Решения, будем надеяться, будут положительные. Предварительно вся проработка проведена, списки направлены, и мы очень надеемся, что до конца июля правительством Российской Федерации будет принято окончательное решение по выплате данных средств. Большое количество инфраструктуры пострадало. Мы смотрели сегодня и дорожная инфраструктура, и защитные берегоукрепляющие сооружения. Это, безусловно, вызывает настороженность, потому что не восстановив в этом году дамбы и берегоукрепления, мы можем получить повторение этой ситуации в еще больших масштабах в следующие годы. Поэтому это тоже будет приоритетной зоной для нашего контроля. Ну и достаточно значительно пострадали объекты социальной сферы, школы, детские садики, спортивный комплекс. Особую такую озабоченность вызывает ситуация с детским садиком в селе Эльдиган, где достаточно серьезный ущерб нанесен. Но тем не менее там средства уже выделены, они будут доведены уже в понедельник, аванс, и будем надеяться, что с понедельника работа развернется. Безусловно, все работы находятся в личной зоне ответственности выполняющей обязанности главы района и глав поселений. Это их прямая обязанность обеспечения контроля и координации работ, но одновременно понимая сложность стоящих задач, то, что нам во что бы то ни стало нужно обеспечить подготовку к зиме жителей и социальных объектов, мы закрепили за районом ответственных от правительства, курирует и возглавляет группу эту руководитель комитета по занятости Республики Саха-Якутия. Работают представители всех увлеченных ведомств, Минтранса, Минстроя, Минздрава, Министерства образования. Все они сегодня здесь работают на территории, и многие из них останутся еще на завтра для того, чтобы провести освидетельствование домов, жилых и социальных объектов и выработать конкретные решения по организации работ. Отдельный вопрос касается обеспечения устойчивой связью. Сегодня мы его прорабатывали с представителями Ростелекома. В ближайшее время будет восстановлен график. Окончательно мы сформируем до конца недели, но тоже во всех населенных пунктах связь будет обеспечена. Также вопрос обсуждался сегодня по обеспечению строительными материалами. К сожалению, часто в селах недостаточно выделить средства, потому что в силу удаленного расположения просто нету физически пиломатериалов и кирпича для кладки печек, печников. Вот этот вопрос тоже мы подробно обсуждали. Завоз материалов уже начался, и мы будем также координировать поставку кирпича. В Якутске сосредоточим дополнительные запасы, чтобы была возможность его закупать. Но, пользуясь тем, что мы работали сегодня на территории, я также провел личный прием граждан, рассмотрели острые социальные объекты и посетили целый ряд объектов социальной инфраструктуры, которые не были затронуты паводком, но тем не менее имеют особое значение для района. Это, наверное, в первую очередь социальные объекты в Усть-Мае, здесь находящиеся, школа, которая была сдана в марте этого года,
очень красивое здание такое. Я уверен, что оно станет символом, таким ключевым зданием в поселке, будет центром социальной жизни. Но также и больницу, которая здесь есть, и по которой есть серьезные вопросы, связанные с тем, что она была построена с серьезными нарушениями требований к сейсмике, к фундаментам, в ней серьезные дефекты и конструктивные нарушения в строении. Будем в ближайшее время вырабатывать решения по тому, как обеспечить перестройку ее, укрепление сейсмическое и приведение в нормативное состояние, чтобы все оборудование работало в тех условиях, которые предусмотрены для него.